Всем привет! Сегодня мы находимся на производстве компании Aqualos. Эта компания занимается производством станций биологической очистки. И сегодня у нас будет обзор их флагманской модели, которая называется, в принципе, так и называется Aqualos. Это компрессорная станция аэрационной очистки стоков. Я бы хотел вас познакомить с Дмитрием. Это инженер компании Aqualos. И он нам сегодня более подробно расскажет про эту станцию. И, кстати, вы уже знаете нашего эксперта Александра, он у нас занимается монтажом данных септиков, и он тоже сегодня расскажет свое мнение, возможно, даже о чем-то они с Дмитрием и поспорят. Поэтому, Дмитрий, хотелось бы вам первому слово передать, и расскажите, в чем преимущество этой станции, потому что на рынке, на самом деле, очень много производителей, очень много различных станций, но вот ваша станция, она вот и в нашей компании очень популярна, то есть очень многие заказчики выбирают именно ее. Наша станция изготавливается из высококачественного полипропилена чешского производства. Мы даем гарантию на корпус 50 лет. Горловина изготавливается из окрашенного полипропилена. Такой полипропилен не подвержен воздействию ультрафиолета и прослужит долгие годы. Это, я так понимаю, крышка, которая как раз сверху находится. Да, то есть это она, то, что чтобы не выгорала. На поверхности, да, горловина и крышка. А еще какие-то с точки зрения эксплуатации есть особенности, преимущества, которые ваша станция позволяет для клиента, для обычного? Самое, наверное, важное – это качество. Второе – это простота обслуживания. Третье – это отсутствие часто ломающихся устройств. То есть вы постарались максимально упростить, чтобы, по сути, ломаться было нечего? Да, совершенно верно. Ну и я так для себя понимаю, что отсюда и цену можно тоже держать, грубо говоря, ниже рыночную, если сравнивать с конкурентами, для того, чтобы не переплачивать за какие-то непонятные, эти дополнительные функции, которыми ты не пользуешься, а они за счет этого, получается, стоимость станции поднимают. Конечно, во-первых, это дороже, во-вторых, это больше риск поломки. Станция компрессорная, соответственно, сюда устанавливается компрессор. Станция аэрационной очистки стоков. Станция классического исполнения разделена на 3 камеры. То есть первая камера приемка, сюда попадают сточные воды, здесь находится мелкопузырчатый аэратор, здесь происходит максимальное насыщение кислородом, соответственно зарождаются бактерии. Дальше вторая камера находится под фальш-дном. Стоки попадают под фальш-дно, там зона наименьшего кислорода. Ил, который оседает, подхватывается аэрлифтовым насосом и попадает обратно в приемку. Очищенная вода попадает в третью камеру самотеком. Третья камера – это спокойная зона, где вода осветляется. Остатки ила оседают на дно, также подхватываются насосом и перекачиваются обратно в приемную камеру. Ил, который попадает на поверхность, собирается удалителем биопленки, также попадает опять в первую камеру. А чистая вода, проходя через дополнительный биологический фильтр, и либо самотеком вытекает, либо попадает в емкость чистой воды, откуда принудительно выбрасывается насосом. При помощи насоса. При правильной эксплуатации станции очистка до 98%. Мы используем насос Denzel немецкий, поэтому он хорошо зарекомендовал себя. Компрессоры используем японский Seiko. Давно уже эта модель на рынке? Да, эта модель у нас основная, поэтому... Ну сколько лет она уже? Лет 10 есть или больше, наверное? По-моему, до 10 лет, да. Больше 10 лет она уже на рынке, то есть практика уже, так скажем, ее показала. Хотел вот как раз с точки зрения практики к Александру обратиться. Вот он у нас практикующий специалист, он непосредственно их монтирует, ставит, общается с клиентом. Александр, можешь рассказать нам пару слов про эту станцию? Ну, во-первых, как уже было сказано, да, это чешский полипропилен, действительно качественный, действительно хороший. У большинства других марок станций, да, камеры выполнены горизонтально. Да, то есть разделение по камерам идет, переток вот из этой камеры в эту, да, там, они поделены там на 3, на 4 камеры, то есть и переток происходит горизонтально. Вот. В чем преимущество Aqualos? В том, что у него первые 2 камеры, они выполнены вертикально. И первая камера, основная, приемная, она служит не только как первая камера, но еще и как некий мусороприемник. Да? То есть какая-то там бумага, все это остается вот в первой камере. Соответственно, при обслуживании можно обычно ассенизаторы вызвать, можно самостоятельно обычным насосом погружным. Понятно. А в других станциях, если сюда в первую камеру попадет бумага или еще что-то там, что она сразу из строя выходит? В других станциях
дело в том, что здесь просто вот мелкопузырчатая аэрация, Мгм. вот, а эрлифты, да, которые перекачивают активный ил, возвращают в первую камеру, они находятся уже внизу. Мгм. Соответственно, если в этот эрлифт, да, вот в стандартной станции, где они вот в этой камере и находятся, если в этот эрлифт попадает эта салфетка, он просто забьется. Потому что, ну, мы видим, да, трубочки, ну, они достаточно тонкие. А здесь они не попадают, они здесь оседают просто на дне. Или Да, остаются. да, все верно. Здесь То есть, стоки перетекают из камеры в камеру самотеком. То есть из первой камеры во вторую Просто через отверстие. оседает, да, из второй камеры в третью тоже самотеком через отверстие. огромнейшее преимущество, просто колоссальное преимущество в том, что у нее увеличенная приемная камера. То есть, когда мы подбираем, ну, скажем, там, ну, стандартно там 3 человека проживающих, да, но в доме предусмотрена ванна, если брать большинство других производителей, то при таком большом залповом сбросе нам придется подбирать станцию там минимум на 8 человек. Соответственно, в чем преимущество Аквалоса? Если там 3-4 проживающих, мы можем поставить станцию на 5 человек, Мгм. да, это уже практически в 2 раза меньше. Вот, она будет дешевле, чем 8 в любом случае, и она справится с этим залповым сбросом просто без проблем. То есть это опять еще одно очень большое преимущество. Не теряя качества, ты, соответственно, увеличиваешь количество клиентов, к которым может эта станция подойти. И еще самый, я думаю, важный фактор, ты и цену не увеличиваешь за счет Конечно. этого. То Я есть, ее даже уменьшаю. да, еще даже можно и уменьшить, потому что станцию берешь меньше, но она позволяет работать с большим объемом сброса воды. По обслуживанию все очень просто. Да? Мы отключаем компрессор, открываем фальш-дно, крышку, опускаем туда насос, Мгм. откачиваем 15-20 сантиметров по уровню воды. Все. Вытаскиваем насос, закрываем, подключаем компрессор, дальше станция работает в штатном режиме. Вот так все как бы можно сделать Всё элементарно самостоятельно. просто, да. Ну, я вот, конечно, не великий специалист, но я вот те станции, которые видел, ну, вот я такого не видел. Ты еще где-то есть такое? Как бы, это вот я почему и сказал, то, что это То есть это уникальное именно как бы, преимущество Аквалоса. устройство, да, у Аквалоса. Вроде кажется это все здорово. просто, да, но у нас всегда все гениально и просто. И Да. чем проще, тем лучше. У нас поэтому и автомат Калашникова ценится во всем мире, потому что он сделан элементарно просто и работает вообще в любых условиях. Ну и еще преимущество могу выделить, тоже как бы немаловажное для клиента. Это консервация станции, да, если все-таки сезонное проживание. Вот, станцию, ну, самостоятельно законсервировать проблем точно так же не составляет. То есть, ну, вот, проводится вот это обслуживание, которое мы сейчас посмотрели, которое там, Выкачивается оттуда вода? Да, вот. Часть воды выкачивается. Часть, чтобы она Да, не всплыла, где-то да, на всё третью. правильно. Выкачивается. Ну, 15%, грубо говоря, откачивается, да, то чтобы снизить немножко уровень промерзания, да, то есть Да, и это, Вот. Саш, можешь еще вот этот момент уточнить, потому что я сейчас сказал, где-то мало ли какой-то зритель услышит и не станет слушать дальше, что надо все выкачивать. Все выкачивать нельзя, ни в потому коем что случае. станция всплывет, правильно? Да, То все есть, верно, да, я выделил я просто. это поправился, так что обязательно досмотрите видео до конца, чтобы не натворить бед у себя на участке. Ну и дальше проблем, да, отключить компрессор здесь вообще не составляет. То есть здесь вот розеточный блок, из которого выдергивается вилка. Вот, и на одном хомуте сюда крепится компрессор. То есть все это делается элементарно, своими руками за 5-10 минут. Мгм. Вот, то есть не нужно вызывать специалиста, не нужно платить за это деньги. Качество, ну, немаловажный фактор. Цена, тоже немаловажный фактор, если сравнивать с несколькими, там, ну, с другими производителями. И конструктив, который позволяет как бы меньше сюда лазить. Ну, и это основная задача, чтобы ты поставил и забыл. То есть вот эти три момента, они все, в принципе, тут сочетаются. Если уровень воды поднимется. У вас есть удаленный мониторинг, да, то есть вы ставите сигнализацию, которую можно визуально увидеть, а можно еще Да, через да, GSM-модуль да. получить сигнал себе на телефон Да. о том, что что-то не так. Ну и, соответственно, быстро среагировать. Да, То да. есть все это тоже дополнительно комплектуется, если Конечно, при аварийная желании. сигнализация, это, ну, устанавливается лампочка, да, если то есть уровень поднимается, лампочка загорается. Ну да, тоже такой немаловажный фактор. Дмитрий, очень важный момент. Какую гарантию даете на вот эти станции для потребителей? Мы даем гарантию год на электрооборудование, 5 лет на конструктив станции.
И гарантия у нас на корпус, на материал корпуса 50 лет. То есть станция не сгниет, никаких дырок в ней не образуется. То есть это именно вот производитель полипропилена дает такую гарантию? Да, из-за того, что у нас качественный полипропилен, мы можем дать такую гарантию. А такие гарантии все на рынке дают? Вот Александр, наверное, скажет, вот ты работаешь с разными производителями, точнее общаешься. Все дают такие гарантии или это какие-то есть тоже преимущества? Не, на самом деле большинство производителей максимальную гарантию на конструктив станции дают 2 года. На конструктив это имеется в виду, если что-то вот в станции вышло из строя. Не по причине там заказчика, а именно по причине, что какой-то брак, попался. Ну да, на заводской брак. Дает 2 года, а Аквалос дает 5 лет. 5 лет. Да, абсолютно точно. Понятно, то есть вы более уверены в своих станциях. Мы уверены на 100%. А по поводу электрооборудования тоже год? Электрооборудование это все производители дают год, но здесь больше зависит не от производителя, да, вот непосредственно станции, потому что они не выпускают эти насосы, они не выпускают эти компрессоры. Год дает год гарантии производителя компрессора. Ну это стандарт, даже если в магазине покупать, это насос и компрессор, там тоже будет гарантия год. Конечно. Это просто, в принципе, транслируется эта гарантия уже от вас, как, соответственно, производителя септиков. Если вернуться именно к полипропилену, то многие производители, скажем так, некачественные производители, да, дешевых каких-то прям септиков, используют вторичный материал, который становится более хрупким, который не выдерживает там никаких давлений, ничего. Вот, поэтому здесь очень важно именно качество. А как пластика. вот можно это определить? Вот мне привезли септик, я могу как-то понять, из вторичного он сделан, либо из хорошего, качественного, чешского? Визуально как-то можно понять? Можно, по неоднородности материала. То есть, если вот на просвет, да, вы подходите, просматриваете его, и он видно, что он однородный, даже, то есть кстати, вот он. Прям рука просвечивается туда. Да, да, то есть видно, что он однородный, белый, без вкраплений каких-то, да, то есть вот. Там, как правило, крупные пузыри встречаются, какие-то вкрапления других цветов, то есть, чаще всего материал вторичка, точнее материал первичка, как правило, да, используется, у нас принято там белого цвета, голубого цвета, зеленые, да, но это на крышке там, вот. А если у вас розовый септик, это как бы заставляет задуматься, да, о том, из чего он изготовлен. Были вот, такие случаи? Это, да, Саш, спасибо большое. Это вот для наших зрителей как раз очень важный момент, когда кто-то вам предлагает станцию, прям значительно дешевле рыночной цены. Это первое подозрение на то, что что-то в ней не так. То есть в убыток себе никто работать не будет. И если вам что-то очень дешево предлагают, то, как правило, бесплатный сыр, он в мышеловке. И вот такие вот моменты, на них нужно обращать внимание. То есть смотрите, возможно, у вас просто либо какое-то вторичное сырье использовалось, либо еще какая-то непонятная схема. То есть надо понять, за счет чего вам предложили такую цену. Когда вы поймете и будете в этом уверены, значит, вам повезло. Но в большинстве случаев это, как правило, какой-то контрафакт, либо вообще какая-то нерабочая вещь, с которой лучше, честно говоря, не связываться. Всем хотел сказать спасибо за просмотр. Дмитрию спасибо за то, что уделил внимание. Александру за то, что, как всегда, очень подробно про все рассказал. Ну а на сегодня все. С вами был Алексей Иванов. Пока.